Жогорку кеңеш Өмүрбек Бабанов боюнча маселени кароодон баш тартты. Депутат Максат Сабировдун сунушу парламентте колдоо тапкан жок. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бабановдун иши боюнча маселени күн тартибине киргизүүдө талаш-тартыш жаралды. Депутат Максат Сабиров бүгүнкү күн тартибине саат 11-ге Өмүрбек Бабановдун иши боюнча тийиштүү укук коргоо органдарын чакыртып, маалыматтын угууну сунуштады. Анын айтымында Бабановдун маселеси боюнча сунуш кечээ 12 декабрдагы жыйында колдоо тапканы менен убакыт жетпей каралбай калган. Өз кезегинде төрага Дастан Жумабеков кечээ башка күн тартиби кабыл алынганын, бүгүн башка күн тартиби бекитилиши керектигин эскертти. Бирок Сабиров буга чейин маанилүү маселелерди кароого убакыт калбай калганга, ал кийинки күндүн күн тартибине автоматтык түрдө кирип, депутаттар талкуулап келгенин айтты. Ал эми депутат Руслан Казакбаев бул жерде чочуй турчу эч нерсе жок экенин, УКМК менен башкы прокуратураны чакырып жарым саат угуп коюудан эч нерсе болбой турганын белгиледи. Жыйынтыгында депутат Максат Сабировдун сунушу добушка коюлуп, ал колдоо тапкан жок. 23 гана депутат колдоду. В Бишкеке водитель разбил лицо инспектору ОБДД. 5 декабря 2018 года примерно в 4 часа по улице Байтик-Батыра, не доезжая до улицы Суюркулова, водитель неправильно припарковал автомашину марки Toyota Fish. Инспектор ОБДД собирался составить административный протокол. Кроме того, машину намеревались эвакуировать на специализированную стоянку. В это время к инспектору ОБДД подошел водитель Toyota Fish и начал выражаться в его адрес нецензурной бранью. При этом мужчина снимал все свои действия на камеру мобильного телефона. В этот же момент запись начал и водитель эвакуатора, который видел, что водитель-нарушитель ведет себя неадекватно. Когда водитель подошел вплотную к представителю власти, он внезапно пнул инспектора ОБДД ниже пояса и ударил несколько раз кулаком в область лица. Инспектор чуть не потерял сознание и с трудом отошел в сторону. Нападавший пытался скрыться, но водитель эвакуатора догнал его через несколько сотен метров и передал его сотрудникам милиции, которые приехали на вызов. В наркологическом центре врачи выявили в организме нападавшего спиртное. Его водворили в изолятор временного содержания. Следователь РОВД Октябрьского района возбудил уголовное дело, но почему-то лишь по статье «Причинение насилия, не опасного для жизни или здоровья», либо «Угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» Уголовного кодекса Кыргызской Республики, объяснив это тем, что в действиях нападавшего нет хулиганства и угрозы жизни и здоровья милиционера. Следователь также не учел, что инспектор ОБДД находится в больнице с сотрясением головного мозга и ему наложили 3 шва на голову. Спустя 48 часов после ареста решением судьи Октябрьского райсуда Бишкека Амана Сариева нападавшего отпустили под домашний арест. Из источников в силовых структурах стало известно, что нападавшим оказался 54-летний ассистент кафедры патологической анатомии Кыргызской государственной медицинской академии и специалист судебно-медицинской экспертизы. В связи с этим представитель власти опасается, что мужчина, используя свое служебное положение, вместе со своими коллегами подделает заключение судебно-медицинской экспертизы, которую прошел инспектор ОБДД для установления тяжести нанесенных ему телесных повреждений. Текибаев переведен в больницу. Өмүрбек Текибаев переведен в нацкардиологию из исправительной колонии номер 47. Об этом сообщил депутат Жогорку кеңеша Алмамбет Шыкмаматов. По его словам, утром был консилиум. Ему поставили диагноз аритмия, стенокардия и гипертония высокого риска.